Уважаемые коллеги, вас приветствует Комреспубликанский институт развития образования. Мы рады, что сегодня на методическом семинаре принимают участие образовательные организации Республики Коми, а также представители управлений образованием Республики Коми. Тема семинара очень важная. Как разработать программу антирисковых мер по преодолению риска необъективных результатов всероссийских проверочных работ. Мы приветствуем вас в студии нашего института и хотим вам напомнить, что приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми утверждена дорожная карта по адресному сопровождению школ, которые имеют признаки необъективности. В настоящее время в список Рособорнадзора входит 21 образовательная организация Республики Коми. Уважаемые коллеги, в 11 муниципальных образованиях нам необходимо проводить адресную работу с данными школами. Поэтому мы очень рады, что сегодня мы работаем не только с руководителями образовательных организаций, а мы работаем с коллективами данных образовательных организаций. Мы сегодня понимаем, что вопрос объективности на особом контроле. И Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и каждого управления образованием нашей республики. И, конечно, с точки зрения нашей системной работы, наш институт сегодня проводит персонифицированную работу по сопровождению таких школ. Что очень важно, что в течение первого полугодия мы провели несколько методических семинаров. Нами были организованы и методические коворкинги, и заседания республиканских методических объединений, которые посвящены вопросу необъективных результатов. Очень важно, что мы продолжаем работу в рамках нашего проекта «Мобильный методист», и мы готовы адресно работать с каждой школой, потому что важно, чтобы антирисковые программы, они были не только документом, а они были действительно инструментом сопровождения каждого педагога в вашей образовательной организации. Очень важно, что сегодня в рамках работы Центра непрерывного повышения профессионального мастерства идет работа по сопровождению педагогов, которые работают в школах, с которыми мы сегодня адресно работаем. Поэтому персонифицированная деятельность, она определяет именно нашу ответственность за важное профессиональное мероприятие, которое сегодня состоится. Итак, уважаемые коллеги, мы открываем цикл семинаров, которые посвящены антирисковым программам. Уважаемые коллеги, возглавляет нашу рабочую профессиональную группу Мария Анатольевна Габова, проректор по научно-методической работе. И Мария Анатольевна сегодня будет работать с вами, уважаемые руководители, работать над очень важной проблематикой. Проблематика связана именно с объединением усилий всех педагогов вашего образовательного учреждения, потому что очень важно, чтобы именно такая командная работа была связана с тем, что сегодня объективность результатов – это именно профессиональный тренд, который должен стать основанием для работы каждого педагога образовательной организации. Итак, уважаемые коллеги, мы очень рады, что сегодня у нас уже более 50 подключений, а значит, мы понимаем, что данный семинар адресный, он нашел своих профессиональных партнеров с точки зрения понимания того, что мы включаемся в совместную деятельность. Уважаемые коллеги, мы просим вас не только принять во внимание все наши предложения, но и использовать в дальнейшем в вашей работе все рекомендации, которые сегодня будут представлены. Мария Анатольевна, я прошу открыть семинар и начать работу. Уважаемые коллеги, мы благодарим Галину Владимировну за напутственные слова, за то, что она обозначила ту проблему, над которой сегодня мы с вами будем глубоко и серьезно работать. И, конечно, не только сегодня, но и в течение всех наших методических мероприятий, посвященных вопросам подготовки к реализации различных мероприятий, оценочных процедур.
Спасибо, Галина Владимировна. Итак, коллеги, мы с вами начинаем нашу работу. Конечно, сегодня важно говорить о том, что всероссийские проверочные работы имеют свое определенное место в структуре республиканской системы оценки качества образования. Да, мы с вами знаем, что очень важно, чтобы мы формировали позитивное отношение к объективной оценке образовательных результатов у всех субъектов образовательного процесса, и у наших обучающихся, и, конечно, у их родителей, и прежде всего у педагогов. Именно справедливая и честная оценка, которая должна быть реализована в системе образования, будет являться гарантией для равных возможностей для всех участников образовательных отношений в реализации всех видов оценочных процедур. Да? Это и национальные исследования качества образования, это и всероссийские проверочные работы, это региональные проверочные работы, и, конечно, это мероприятия государственной итоговой аттестации. Коллеги, многие из вас задались, наверное, вопросом, почему наша школа попала в список школ с признаками необъективности. Конечно, прежде всего ответ следует поискать в той методике расчета показателей уровня объективности оценки образовательных результатов субъекта Российской Федерации, которую дает нам Рособорнадзор. Здесь вот представлена ссылка, по которой вы можете эту методику найти. Это 14 основных признаков. На слайде вы их видите. Да? Это и завышение значения среднего балла по определенным предметам, это несоответствие результатов ВПР и школьных отметок в целом, да, по журналу, это резкое возрастание результатов одной параллели от 4 класса к 5 классу, либо, наоборот, резкое падение результатов одной параллели от 4 класса к 5 классу. То есть вот по всем этим признакам можно судить о том, что либо сама процедура проведения всероссийских проверочных работ, либо процедура оценивания была проведена с нарушениями, что привело к искажению результата. Да, результаты получились необъективными, результаты получились либо завышенными, либо заниженными. Ну, давайте примеры посмотрим. Вот, например, на данном слайде представлен пример оценки правдоподобности распределения процентов выполнения заданий по ВПР. Вот в первом случае мы видим, да, у нас графики практически совпадают, можно говорить, что здесь нет признаков необъективности. Во втором случае смотрите, какой скачок. Общая выборка по региону, либо по России в целом, и выборка конкретной образовательной организации. Очень сильные различия идут, мы видим, да, есть и очень резкие падения, и очень резкие взлеты, но они не совпадают с выборкой в целом. Поэтому можно говорить о том, что здесь, да, действительно есть признаки необъективности. Либо вот второй пример на данном слайде представлен. Мы видим пример нормального распределения на гистограмме, распределения баллов за выполненную работу. Плавная гистограмма идет. Да? И слева у нас нетипичное распределение. Видим, что отметки резко возрастают, да, на границе между двойкой и тройкой резкий скачок идет, на границе между тройкой и четверкой, между четверкой и пятеркой. Да? То есть видно, что скорее всего, при проверке натянули оценку, скажем так. То есть видны скачки вот такие резкие. Это тоже является признаком необъективности оценивания, скорее всего, работы. Третий пример на данном слайде представлен. Это когда идет оценка завышения результатов всероссийских проверочных работ. То есть видим, да, есть сравнение конкретной образовательной организации и в целом оценки по региону. И явно видно, что где-то наблюдаются серьезные отличия от средней оценки по региону данной конкретной образовательной организации. Да, вот нижние графики как раз нам показывают эти завышенные результаты, что тоже является признаком необъективности. Еще один пример. Здесь оценивается наиболее вероятный коридор значений на основе данных в целом по Российской Федерации. Справа, да, в зеленом прямоугольнике представлена нормальная картинка, как идет распределение в целом по Российской Федерации. Слева, видим, да, красным обозначены те объекты, которые очень резко выбиваются из данной картины. Все это являются иллюстрациями тех
рисков возникновения необъективных результатов при организации и проверке всероссийских проверочных работ. Ну, вот здесь мы тоже видим, да, есть серьезные скачки, выбросы на границе отметок 2 и 3, 3 и 4. И в целом идет сравнение со всей выборкой по региону. Аналогичные примеры можно было бы привести и по образовательным организациям нашей республики. Но мы этого делать не будем. Я думаю, что в принципе с теми иллюстрациями, да, тех ситуаций, когда Рособорнадзор по результатам, представленным образовательными организациями, видит, что существуют определенные признаки необъективности оценивания всероссийских проверочных работ. Я думаю, что тут, в принципе, нам с вами все понятно. Что же приводит к возникновению вот этой самой необъективности? Коллеги, здесь можно выделить 4 основные группы таких проблем. И прежде чем вы будете в своих образовательных организациях создавать антирисковую программу по преодолению уже рисков возникновения объективных результатов, вам необходимо будет проанализировать ситуацию вашей образовательной организации. Есть ли в вашей школе такие проблемы? Возможно ли в вашей школе такие риски? Итак, первая группа проблем, которые вытекают, да, в возникновении рисков необъективных результатов, связана с организацией всероссийских проверочных работ. Какие могут быть нарушения? Прежде всего, когда информация о порядке и сроках проведения всероссийских проверочных работ не размещена на информационном стенде в школе, отсутствует она на официальном сайте образовательной организации в сети интернет, да, все это ведет к тому, что у нас не наблюдается такое свойство, да, как открытость информации. Да. Мы не информируем наших субъектов образовательных отношений, родители не в курсе, что это такое, обучающиеся не в курсе о том, когда и что будет проходить. Также в вашей организации может быть не закреплена комиссия по проверке ВПР каким-то определенным распорядительным актом. Во время проведения непосредственной процедуры, возможно, в школе не организовано дежурство вне аудитории. Это тоже очень важный момент, да, который прописан в регламенте проведения всероссийских проверочных работ. Возможно, не обеспечено присутствие общественных наблюдателей, либо наблюдается конфликт интересов при проведении либо проверке всероссийских проверочных работ. Непосредственно в самом помещении, да, где проходят всероссийские проверочные работы, не определено место для личных вещей учащихся. Ребятам не выдали черновики, либо ребята при заполнении бланков используют карандаши вместо ручек. Также к организационным проблемам относится недостаточно организованная информационно-разъяснительная работа с педагогами и родителями. Возможно, в организации отсутствует контроль администрации за учителями и предметниками, которые осуществляют непосредственно проверку работы. Еще одно нарушение, которое достаточно часто встречается, когда результаты ВПР включены в перечень показателей для стимулирования педагогов. К чему это все ведет? Вот особенно последнее, да? К тому, что педагоги завышают результаты своих обучающихся, и, соответственно, это уже будут результаты необъективные. Коллеги, вот мне бы сейчас хотелось, чтобы в чате вы обозначили, есть ли какие-то из перечисленных проблем в ваших образовательных организациях. В чате, пожалуйста, обозначьте из перечисленных на слайде проблем, есть ли какие-то в ваших образовательных организациях. Угу. Так, вот видим, плюсики начали появляться. Угу. Коллеги, еще? Пожалуйста, обратную связь дайте. Так, хорошо, у кого-то таких проблем нет. Да, у кого-то еще есть. Угу. Замечательно. То есть, коллеги, вот очень важно, да, проанализировать ситуацию, которая в образовательной организации сформировалась. Далее мы будем говорить, что делать в том случае, если такие проблемы у вас возникли. Последняя позиция, да, как понять, это если в перечень показателей стимулирования педагогов у вас включены высокие результаты ВПР.
Мгм. Так, хорошо. Следующий блок проблем, которые, возможно, выльются в риски возникновения необъективных результатов, является проблема в подготовке кадров. Да, прежде всего, это недостаточно подготовленность педагогов. Ну, как правило, да, с молодыми специалистами недостаточно такая работа проводится в образовательных организациях, с педагогами, которые пришли, например, после декрета, да, либо еще после какого-то долгого перерыва, с больничного вышли. И, конечно, это в целом недостаточно профессиональная компетентность педагогов в вопросах осуществления оценочной деятельности. Может быть, это неподготовленность отдельных педагогов, которых вы привлекаете, да, к организации либо к проверке всероссийских проверочных работ по вопросам критериального оценивания, когда у них отсутствуют практические навыки оценивания работ в соответствии с заданными критериями. Да. То есть вот здесь вот очень важно, чтобы оценка проходила именно в соответствии с критериями. И также это может быть отсутствие целенаправленной работы в образовательной организации по методическому сопровождению педагогов по вопросам профилактики ошибок обучающихся ВПР, к единообразному пониманию критериев оценки ВПР. Вот такие проблемы в подготовке кадров тоже могут вырастать в риске возникновения необъективных результатов. Третье направление, третья группа проблем – это работа с обучающимися. Уважаемые коллеги, наверняка многие из вас ведут целенаправленную подготовку обучающихся по типовым заданиям всероссийских проверочных работ. В чате, пожалуйста, обозначьте, готовите ли вы обучающихся к ВПРам. Так, кто-то пишет, что нет. Угу. Хорошо. Коллеги, вот кто пишет нет, тот уже понял важность проведения всероссийских проверочных работ именно как проверочной работы. Коллеги, вот у нас тут был вопрос, да, по поводу стимулирования педагогов, еще к предыдущему слайду. На первом месте объективность проверки, а не завышение ради премии. Ну да, да. То есть когда мы в своем нормативном акте о стимулировании прописываем именно объективность проверки. Да? То есть высокие результаты при объективной проверке, а не просто высокие результаты как таковые. Да? Тогда, конечно, можно говорить о том, что все-таки объективность будет. Угу. Да, вот в каких-то школах имеются факты излишней подготовки. Угу. Может быть, даже не учителя на уроках это делают, а может быть, это делают родители. Чаще всего именно так и происходит. Да? Покупают сборники подготовки к ВПР и со своими детьми дома все это прорешивают. Это тоже факты излишней подготовки, потому здесь тоже с родителями необходимо общаться по этому поводу. Так, посмотрим, что еще, да? Какие еще у нас риски возникновения объективных результатов в работе с обучающимися. Бывает, да, что в образовательной организации идет подготовка обучающихся именно к ВПРам, и это происходит даже за счет сокращения количества часов, которые отведены на освоение учебного материала. Ну, надеюсь, что в наших организациях, здесь присутствующих, такого уже не происходит, но в предыдущие годы наверняка это было замечено. Коллеги, бывают очень добрые педагоги, которые во время проведения всероссийской проверочной работы ребятам помогают, подсказывают. Нецелесообразно это делать. Это тоже риск возникновения необъективных результатов. Сегодня вы помогли ребенку, а завтра вы ему помочь не сможете. Сегодня он сдал ВПР, получил благодаря вам 5, а завтра ему сдавать ОГЭ или ЕГЭ по этому предмету, и там уже от вас никакой помощи невозможно. Поэтому не надо этого делать. В чем еще проблемы могут быть связаны в работе с обучающимися? Это в отсутствии систематической подготовки ребят к достижению метапредметных результатов. То есть ВПР, они ведь в основном носят такой метапредметный характер. Поэтому нужно работать именно вот с метапредметными заданиями. Заданиями, направленными, например, на формирование функциональной грамотности, математической, да, читательской. Вот это очень важно для того, чтобы подготовить ребят к всероссийским проверочным работам, но не решать типовые задания ВПР. Может быть, это какие-то недостатки в индивидуальной работе с обучающимися. Да? То вы видите ребенок, да, который
по результатам предыдущих всероссийских проверочных работ продемонстрировал определенные пробелы, а вы не провели с ним индивидуальную работу по восполнению этих пробелов. Мы не принимаем меры по организации работы с ребятами, которые испытывают трудности в обучении по результатам всероссийских проверочных работ. То есть все эти проблемы, они тоже выступают в качестве основы для риска возникновения необъективных результатов. Еще один блок проблем связан с проверкой всероссийских проверочных работ. Немножечко мы уже этот блок затронули с вами, да, когда об организации говорили. Прежде всего, это отсутствие единых подходов к проверке всероссийских проверочных работ. Когда проверка работ может осуществляться не в соответствии с критериями, либо когда наблюдается несоответствие выставленных баллов утвержденным критериям. То есть мы с вами читаем инструкцию, написано такой-то критерий, 1 балл. В работе видим, учитель ставит 2 балла. То есть когда баллы не соответствуют утвержденным критериям. Либо встречаются такие работы, где ребенок задание не выполнил, ответа нет, а баллы стоят за невыполненные задания. Также, если проверка работ проводится карандашом, да, учитель оставляет для себя возможность что-то где-то потом подправить, да, и ручкой потом вывести оценку итоговую. Либо видели мы такое при перепроверке работ, когда имеется в работе исправление, сделанное другой пастой. И, соответственно, добавляются баллы до соответствующей оценки промежуточного контроля. Да? То есть, когда с 2 на 3 натягиваем, с 4 на 5 натягиваем, это тоже в работах встречается. Иногда бывают просто, ну, скажем так, глупые, да, арифметические ошибки при подсчете итоговых баллов и переносе их в Федеральную информационную систему оценки качества образования. Просто ошиблись при подсчете. Бывает и такое, но тем не менее это тоже уже является фактом нарушений. Ну и когда в целом в школе осуществляется необъективная оценка качества знаний, это тоже ведет к тому, что возрастают риски возникновения необъективных результатов. Галина Владимировна говорила о том, что в 2021 году у нас в республике выявлено 21 школа с необъективными результатами, с признаками необъективности результатов. Смотрите, как менялась динамика. Да? В 2017 году таких школ было 28, в 2018 году количество уменьшилось до 20, в 2019 – 23, в 2020 году 34 школы вошли в перечень. Хорошо, что количество снизилось, что сейчас только 21 школа, но плохо то, что попадают новые школы. Я надеюсь, что, коллеги, мы с вами эту работу проведем, и больше вы уже в этот список школ с признаками необъективности результатов не попадете, и ваши коллеги из других образовательных организаций тоже в этом списке не окажутся, что список будет постепенно уменьшаться и сойдет на нет к 2024 году, да, когда нам обозначена задача повышения качества общего образования в российских школах. На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 10 августа 2021 года организована работа по обеспечению объективности результатов всероссийских проверочных работ. И вот Галина Владимировна уже упоминала о дорожной карте на 2021-2022 учебный год по обеспечению объективности результатов ИПР на территории Республики Коми, которая утверждена приказом от 27 сентября 2021 года. То есть на республиканском уровне эта работа, она проводится. Ежегодно мы осуществляем перепроверку всероссийских проверочных работ, привлекая к этому представителей РМО, республиканских методических объединений, привлекая наших ведущих педагогов, выступающих в качестве экспертов. Мы организуем систему мероприятий по научно-методическому сопровождению школ и проводим адресную работу со школами. Ну, в частности, проводили адресную работу со школами Удырского района, и Удырский район у нас теперь в данном перечне отсутствует. На данном слайде представлены некоторые мероприятия, которые входят в пул мероприятий по методической поддержке управленческих команд. На сайте конференций и семинаров confor.kriro.ru представлены материалы стратегических сессий для руководителей и педагогических работников. И в видеозале института целая линейка различных семинаров, вебинаров,
по разбору заданий, по анализу результатов ВПР. И сейчас мы запускаем в ближайшие дни. Вам будет направлено всем образовательным организациям и муниципальным органам управления образования письмо о консультациях по содержанию заданий ВПР 2022 года по критериям оценивания. Да? То есть мы по каждому классу, по каждому предмету эти групповые консультации для педагогов будем проводить. Пожалуйста, подключайтесь к этим мероприятиям. И, конечно, мы готовы выезжать в муниципалитеты, если будет такая необходимость, либо работать с вами в режиме онлайн, когда вы собираете педагогические команды образовательных организаций, тех, которые имеют признаки необъективности всероссийских проверочных работ, и непосредственно с ними мы работаем. Дорожная карта, которая упоминалась в приказе, она имеет 3 основных направления деятельности. Это анализ деятельности по обеспечению объективности результатов ВПР, это организация проведения ВПР непосредственно, и это методическое сопровождение организации проведения всероссийских проверочных работ. Институт в большей степени подключается к 3-му направлению, к методическому сопровождению организации проведения ВПР. И сегодня мы с вами как раз в рамках данного плана работаем и проводим такую информационно-методическую сессию по разработке антирисковых программ. Коллеги, каким образом мы с вами можем обеспечить объективность образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в образовательной организации? Здесь нам прежде всего на помощь приходит письмо Рособорнадзора от 16 марта 2018 года, в котором нам направлены рекомендации по повышению объективности оценки образовательных результатов. И вот сейчас мы по содержанию этого письма с вами немножечко пройдемся. Во-первых, мы должны описать оценочную процедуру, и это описание должно закрепить соответствие этой оценочной процедуры основным принципам: использование научно обоснованной концепции количественных контрольно-измерительных материалов, это использование единых организационно-технологических решений мер защиты информации, это привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах, да, то есть и на этапе организации, и на этапе непосредственно проведения всероссийской проверочной работы, и на этапе проверки, и на этапе загрузки, да, сведений в информационную систему ФИСОКа. Конечно, это устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, которых мы с вами привлекаем к проведению оценочной процедуры. Второе направление, которое позволит нам обеспечить объективность образовательных результатов, это организация на региональном или на муниципальном уровне контроля соблюдения всех положений регламентов, которые приведены в описании оценочной процедуры. То есть мы привлекаем независимых общественных наблюдателей, организуем на уровне муниципалитета выезды в пункты проведения представителей муниципальных органов исполнительной власти. Да, представители министерства у нас тоже выезжают на места, но уже при проведении оценочных процедур государственной итоговой аттестации. Это организация видеонаблюдения и другие меры тоже мы с вами можем предпринять. Очень важный момент – это обеспечение информационной безопасности. Да? То есть мы должны исключить возможность фотографирования, копирования материалов, исключить возможность общения участников между собой, исключить возможность использования дополнительных ресурсов и средств, источников информации. Все это очень важно соблюдать, и за нарушение здесь может быть серьезная ответственность, которая прописана в Кодексе об административных правонарушениях. Важный момент – это организация общественного наблюдения. Уважаемые коллеги, вот обозначьте, пожалуйста, в чате, организовано ли у вас общественное наблюдение в рамках проведения всероссийских проверочных работ. Угу. Так, замечательно. Коллеги, может быть, кто-то признается, что пока еще это у вас не осуществляется по тем или иным причинам. Угу, замечательно, сплошные плюсики. Для чего нам это нужно? Да? Потому что именно система общественного наблюдения, так, хорошо, коллеги, это один из важнейших методов обеспечения прозрачности и открытости процедуры проведения всероссийских проверочных работ, и также система общественного наблюдения выступает в качестве одного из инструментов контроля. Да? Здесь вот представлены те группы лиц, которые могут выступать в качестве общественных наблюдателей. И очень важно, что общественные наблюдатели должны присутствовать на всех этапах проведения всероссийской проверочной работы. Да? Обратите внимание, и на этапе подготовки и проведения ВПР, и на этапе проверки ответов на задания ВПР,
и на этапе внесения результатов из ОКО. Коллеги, вот на всех 3 этапах у вас общественный наблюдатель присутствует или только на каком-то из них? Можете пронумеровать. 1, 2, 3. На 1. Угу. Так, ага, 1, 2. Хорошо. Угу. Угу. Да, ну вот, коллеги, обратите внимание, да, 3 этап тоже очень важный. Мы видели, да, что существуют иногда проблемы при вносе данных в федеральную систему. Поэтому важно на этом этапе тоже обеспечить, коллеги. Вот такая вам рекомендация. Ну, здесь представлены, да, основные требования, что наблюдатели должны иметь документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя. Для них проводится специальное обучение. Важное внимание необходимо уделить организации аудитории, в которой мы с вами проводим непосредственно саму процедуру. Для каждого обучающегося желательно отдельное рабочее место, либо разные варианты за одной партой. Да, в шахматном порядке их рассаживаем. Мобильные телефоны обязательно должны быть отключены, лучше собраны в коробочку, да, перед началом. Работа должна быть завершена до окончания времени, отведенного на выполнение работы. Организаторы должны присутствовать в аудитории в течение всего времени проведения ВПР, не покидать аудиторию. И, обратите внимание, да, все стенды и плакаты со справочной информацией должны быть закрыты. Ну, лучше, конечно, проводить работу не в том кабинете, да, в котором проходит изучение этого предмета. Так, несколько замечаний по конфликту интересов. Как мы можем обеспечить отсутствие конфликта интересов? Важно, что в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся тех классов, которые принимают участие в оценочной процедуре. Да? То есть в 4 классе родителей 4 класса не может быть. Может быть родитель 5 класса, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее, но не 4. Учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном классе, не должен быть организатором работы и не должен участвовать в проверке работы. Как вы будете выкручиваться, особенно в малокомплектных образовательных организациях, вы подумайте. Да? Это может быть какая-то перекрестная проверка, например. Договорились с соседней образовательной организацией и совместно большой командой проверяете работы. Также обратите внимание, родитель либо близкий родственник, который является работником данной образовательной организации, не должен быть организатором оценочной процедуры и не должен участвовать в проверке работы. И важный момент, что проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. Это вот, подчеркиваю, именно коллегиальное обсуждение. То есть мы должны понимать, что все, кто участвует в проверке работ, они понимают однозначно все те критерии, которые к оцениванию предлагаются Федерацией. Еще одно направление, которое обозначено в методических рекомендациях Рособорнадзора, это формирование участников образовательных отношений, позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. Что здесь, да, какие рекомендации предлагаются? Очень важно, что в приоритетном порядке мы должны реализовывать программы помощи образовательным организациям с низкими результатами. Программы помощи учителям, которые имеют профессиональные проблемы и дефициты. Организовывать помощь тем руководителям образовательных организаций, у которых есть проблемы с организацией образовательного процесса и так далее. Коллеги, вот буквально в пятницу у нас был запущен очередной виток проекта 500+. Наверняка кто-то из здесь присутствующих в нашем семинаре совещания принимал участие, и мы готовы оказать помощь 29 образовательным организациям, которые вошли в список Рособорнадзора как организации с низкими образовательными результатами. Но, конечно, не только им, мы готовы оказывать помощь всем, кто к нам обратится, всем управленческим командам образовательных организаций, муниципальным управленческим командам. Пожалуйста, заявки вы можете присылать на наш проект «Мобильный методист в муниципалитете». И мы с вами будем сотрудничать. Важный момент, что мы должны принимать меры административного воздействия только тогда, когда вот те самые программы помощи, которые в первом пункте обозначены, не приводят к позитивным сдвигам результатов. Да? То есть сначала мы должны предложить свою помощь, эта помощь должна быть принята, но если помощь не приводит к результатам, только тогда, может быть, какие-то меры административного воздействия.
Третий важный момент, когда мы можем только по желанию педагога использовать для оценки его деятельности результаты, показанные его учениками. В портфолио педагог по своему желанию демонстрирует результаты учеников. Он может портфолио не создавать, он может пойти сдавать профессиональный экзамен. Это право педагога, да, его желание. Также мы должны способствовать повышению заинтересованности образовательных организаций в использовании именно объективных результатов региональных и федеральных оценочных процедур и проводить разъяснительную работу с руководителями образовательных организаций. Важный момент, который рассматривается в данных методических рекомендациях Рособорнадзора, это кадровое обеспечение процедур оценки качества образования. То есть отмечается, что основным требованием кадрового обеспечения оценочной процедуры является наличие необходимых условий для обеспечения именно объективности результатов оценочной процедуры. Как этого достичь? Для этого должны быть предусмотрены механизмы контроля обеспеченности кадрами всех этапов проведения оценочной процедуры в соответствии с требованиями порядка проведения. Должны быть предусмотрены меры по обеспечению единообразия условий привлечения, подготовки, аттестации специалистов, если это необходимо для проведения оценочной процедуры. И должны быть предусмотрены меры по предотвращению конфликта интересов в процессе проведения оценочной процедуры. Итак, вы в образовательной организации провели процедуру оценочную, провели всероссийскую проверочную работу. Как же нам с вами определить, насколько объективно все это у нас произошло? На первом шаге мы представляем общую информацию об участниках ВПР. Далее рекомендуется провести сравнение отметок, полученных участниками ВПР, то есть между собой. Можно сравнить потом между классами. Увидеть, что да, примерно на одном уровне. То есть как ребята учились, так они и такой примерно результат сопоставимый показали и при анализе результатов ВПР. Да, вот третий шаг как раз нам рекомендуют провести сравнительный анализ результатов ВПР с теми отметками, которые есть в журнале с текущими. Дальше рассматриваем распределение первичных баллов ВПР в школе в целом по параллелям, по классам. Далее важно проанализировать результаты выполнения каждого из заданий проверочной работы, да, увидеть, какие задания более сложными для ребят оказались, какие задания затруднений не вызвали. Шестой шаг. Проводим анализ выполнения заданий группами участников. И на седьмом шаге составляем краткое резюме в виде обобщенных выводов. Таким образом, коллеги, школа должна обеспечить объективность проверки. Да? Чтобы этого добиться, мы должны с вами организовать заседание методического объединения учителей, изучить критерии оценивания. Далее можно проверить несколько работ, выявить типичные ошибки, которые ребята чаще всего допускают, обсудить подходы к оцениванию, и только вот после обсуждения, да, после принятия вот этих единых подходов к оцениванию, приступаем уже к оцениванию работ всех участников и при необходимости консультируемся с коллегами, да, если вдруг какие-то сложности возникают в понимании, как оценить конкретную работу. По окончании проверки очень важно проанализировать результаты, определить типичные ошибки и наметить далее пути их устранения. Вот если мы с вами этого не сделаем, да, наши дети будут такие грустные. А вот если мы обеспечим с вами объективность на этапе проверки, то уже перепроверка работы она нужна не будет. Итак, коллеги, вот таким образом мы с вами проводим такую подготовительную работу, анализируем деятельность нашей образовательной организации, определяем те риски, которые могут возникнуть при проведении, при подготовке, при проверке всероссийских проверочных работ. И если риски у нас с вами выявились, они наверняка какие-то, да, будут, раз уж мы с вами попали в этот список школ с признаками необъективности, значит, нам с вами необходимо будет составить программу антирисковых мер по преодолению риска необъективных результатов. Программа антирисковых мер по преодолению риска необъективных результатов всероссийских проверочных работ – это конкретные задачи и конкретные мероприятия, которые должны быть согласованы с показателями и целями. В нашем республиканском плане работы по преодолению признаков необъективности обозначено, сейчас я вам даже зачитаю конкретно, как это звучит, этот пункт. Это пункт
3.2 в разделе «Методическое сопровождение организации проведения ВПР», разработка и реализация адресных антирисковых программ совместно с муниципальными командами и управленческими командами образовательных организаций, включенных в список образовательных организаций с необъективными результатами на основе проведенного анализа и выявленных рисков. Что анализировать, какие риски выявлять, мы с вами уже теперь представляем. Да? Теперь как разрабатывать программу. Мы рекомендуем следующую структуру программы. Основные разделы. Да? Первое – это наименование программы антирисковых мер. Вы можете какое-то творческое название придумать для своей программы. Далее обязательно прописываем цель и задачи реализации программы. Формируем целевые показатели в 3-м разделе. 4-й раздел – это методы сбора и обработки информации. В 5-м разделе прописываем сроки реализации программы. 6-й раздел – это вот те самые меры, мероприятия по достижению целей и задач, которые мы с вами будем реализовывать. 7-й раздел – ожидаемые конечные результаты реализации программы. 8-й раздел – исполнители. И в приложении у нас будет дорожная карта реализации программы антирисковых. Уважаемые коллеги, обратите внимание, что в основе данной антирисковой программы мы заложили идеологию реализации управленческого цикла. Управленческий цикл включает в себя следующие основные блоки. Да, это цели, это показатели, это методы сбора информации, это мониторинг показателей, это анализ результатов мониторинга, это адресные рекомендации по результатам анализа, это принятие мер управленческих решений и это анализ эффективности принятых мер. Да? То есть вот антирисковые программы, они относятся к документам управленческого блока. Они включают в себя конкретные меры или конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. И также они могут включать в себя нормативные документы, которыми школа закрепляет реализацию тех или иных выбранных мер. Итак, коллеги, мы с вами начинаем с постановки цели. Каким образом мы с вами можем оценить качество сформулированной нами цели? Ну, существует несколько подходов. Например, подход SMART, да, он говорит нам о том, что цель должна быть конкретной. То есть при прочтении вашей формулировки цели мы должны понимать, какого результата следует добиться. Цель должна быть измеримой. То есть мы в формулировке цели должны понимать, как мы сможем узнать, что цель достигнута. Измеримая или диагностичная. Да? В-третьих, цель должна быть достижимой. То есть мы должны понимать, что в нашей образовательной организации есть ресурсы для достижения поставленной цели. Либо, если этих ресурсов пока недостаточно, мы прописываем их приобретение, в кавычках, да, в рамках нашей антирисковой программы. Цель должна быть значимой, то есть она должна быть связана с интересами участников образовательных отношений, и коллектив обязательно тоже должен ее разделять. И цель должна быть определенной во времени, да, то есть должно быть понятно, за какое время, за какой период этой цели мы с вами достигнем. Вот еще один подход к оценке качества цели. Цель должна содержать вызов, цель должна быть легально находиться в рамках законов, цель не должна вредить нашему окружению, цель должна быть согласованной, цель должна быть зафиксированной. Еще один подход, который позволит нам с вами оценить качество формулировки цели. Цель должна быть сформулирована позитивно, то есть не должна использоваться частица «не». Цель должна быть понята всеми членами педагогического коллектива. Цель должна быть уместной, она не связана должна быть с более общими целями, должна учитывать специфику конкретной образовательной организации. И цель должна быть этичной, то есть не нести вреда окружающим, независимо от того, являются ли они участниками образовательных отношений, либо нет. Некоторые примеры формулировки целей. Ну, давайте посмотрим. Да? Мы с вами выявили, допустим, в нашей образовательной организации риск дефицита педагогических кадров. Поэтому наша цель будет сформулирована, ну, вариант может быть, да, вами предложен, как преодоление дефицита педагогических кадров. Но чем эта цель плоха, она не соответствует тем параметрам, которые мы с вами определили. Да? Диагностичность не соответствует требованию определенности во времени, да, достижимости. Поэтому внизу, да, в голубом прямоугольнике представлен пример более удачной цели. К 2024 году будет устранен кадровый дефицит в конкретной образовательной организации за счет чего? За счет проведения, например, профориентационной работы со старшеклассниками, заключения договоров о целевом обучении с выпускниками, привлечения молодых специалистов, осуществления профессиональной переподготовки учителей. Вот еще один пример формулировки цели.
Низкая предметная и методическая компетентность учителей. Мы с вами знаем, что это один из важнейших рисков. Да? Можем, конечно, сформулировать цель как повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. Но, опять же, эта цель не соответствует требованиям конкретности, измеримости, достижимости, определенности во времени. Поэтому вот приведем пример более удачной цели – создание системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения педагогического профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий, внедрения современных технологий обучения. Или, например, цель – низкая учебная мотивация обучающихся, риск – низкая учебная мотивация обучающихся, цель – повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой мотивацией к обучению на 10% средствами внеурочной деятельности. И с целью должны соотноситься конкретные задачи. Да? Задачи отражают конкретные шаги по достижению цели. Как вот этой цели достичь? Для этого мы должны сначала провести диагностику уровня учебной мотивации, выявить ведущие учебные мотивы. Далее проводим аудит программ курсов внеурочной деятельности, оцениваем охват обучающихся 5-7 классов внеурочной деятельностью, провести анкетирование обучающихся и их родителей с целью выявления предпочтений и скорректировать или разработать при необходимости программы курсов внеурочной деятельности для обучающихся в соответствии с выявленными предпочтениями. Так, ну вот несколько еще рекомендаций представлено. Презентация для вас будет. Вы с ней более подробно сможете ознакомиться. Важный момент – это разработка показателей достижения поставленных целей. Да, например, если у нас с вами риск, высокая доля обучающихся с ОВЗ, ну давайте другой посмотрим пример. Риск дефицит педагогических кадров, цель устранение кадрового дефицита, показатели количество вакантных ставок, нагрузка педагогических работников по каждому педагогу отдельно, доля работников пенсионного возраста в общей численности, доля работников в возрасте до 30 лет в общей численности, количество заключенных договоров о целевом обучении, наличие профильных педагогических классов и так далее. То есть вот именно те показатели, по которым мы с вами можем судить о достижении цели. И вот по риску низкой предметной и методической компетентности учителей, цель мы с вами уже посмотрели на предыдущих слайдах, и какие показатели могут быть. Да? Это доля работников с высшей квалификационной категории, с первой, доля работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций, преодолевших минимальный порог, доля работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога и так далее. Да, конечно, я согласна с тем, что это достаточно сложно, но тем не менее сейчас без этого не обойтись, если мы с вами хотим выйти на новый уровень, если мы с вами хотим преодолеть вот те риски, которые в нашей образовательной организации выявляются. На данном слайде представлен пример структурирования дорожной карты реализации программы антирисковых мер. Мы предлагаем вот как раз эти 4 основных направления обозначить: организационная деятельность, аналитическая деятельность, работа с педагогами, работа с обучающимися по каждому направлению, сформировать задачу, конкретные мероприятия, указать сроки реализации ответственных и определить участников. Итак, какие меры мы с вами можем заложить в данные антирисковые программы по обеспечению объективности в образовательной организации? По организационной деятельности, да, это может быть разработка школьного регламента проведения ВПР, наверняка он у вас есть, он должен быть очень четко прописан. Это четкое соблюдение всех инструкций и правил при проведении ВПР. Бывает так, что регламент есть, регламент очень подробный, очень качественный, но при этом не соблюдается. Исключить мотивацию педагогов для завышения баллов участникам. Использовать многоуровневую систему оценки качества образования в автоматизированной информационной системе ГИСЭО. Информировать родителей. Важный момент, если мы используем видеозаписи, да, то обеспечить хранение видеозаписей, приказов, других распорядительных актов. Оценивать ВПР с привлечением работы комиссии либо экспертов в соответствии с критериями оценивания. Осуществлять выборочную перепроверку ВПР. Проводить оценочную процедуру организаторами из числа педагогов, не работающих в данном классе, не преподающих данный предмет. Проверять работу только теми педагогами, которые имеют соответствующую квалификационную категорию и в данном классе не работают. Меры по аналитической деятельности. Это обязательный анализ результатов ВПР по всем предметам, по всем параллелям, по каждому обучающемуся, в том числе и на установление степени соответствия оценок за ВПР оценкам по журналу. На это мы с вами уже внимание обращали. Это проведение детализированного анализа результатов.
выявление в системе динамики, изменения качества подготовки обучающихся. То есть когда мы с вами анализируем результаты одних и тех же детей от класса к классу, либо анализируем результаты по группам сформированности умений. Важный момент – выстраивания внутришкольной системы оценивания с учетом опыта участия в процедурах независимой оценки. По работе с педагогами необходимо принять меры, которые будут направлены на устранение выявленных дефицитов знаний обучающихся. Для этого, возможно, потребуется корректировка рабочих программ, их реализация, контроль и анализ результатов. И, коллеги, вот здесь обозначено, что ни в коем случае мы не должны оценивать учителей по результатам ВПР, не должны поощрять 100% успеваемость, не должны наказывать за низкие результаты, не должны натаскивать обучающихся на выполнение ВПР. А что необходимо делать? Необходимо обеспечить регулярную работу методических объединений по обсуждению ошибок по ВПР, способов предотвращения, обеспечить мониторинг результатов, обеспечить методическую помощь учителям и направлять учителей на курсы повышения квалификации. И, соответственно, по работе с обучающимися мы должны формировать у них способность применять полученные знания для решения различных задач, проанализировать результаты, установить дефицит во владении базовыми знаниями и умениями для каждого учащегося и для каждого класса в целом, внести соответствующие корректировки в рабочие программы, запланировать повторение данных тем. С теми ребятами, которые показали низкий уровень выполнения диагностической работы, организуем индивидуальные групповые занятия по отработке неусвоенных тем. И включаем задания по работе с текстами, задания, которые развивают навыки самоконтроля, самопроверки, работу по алгоритму, по плану. То есть задания, подобные тем, которые будут у нас встречаться во всероссийских проверочных работах. Но задания не по содержанию, а вот именно по структуре тех умений, которые они проверяют. И, коллеги, мы для вас подготовили чек-лист для самостоятельной проверки программы антирисковых мер по вот данным параметрам. Так, и я попрошу сейчас показать шаблон программы. Крупнее, может? Получится? Ну, только у нас покрупнее стоит. Так, коллеги, вот шаблон программы антирисковых мер. Здесь обозначены основные разделы, представлена вот эта вот сеточка по дорожной карте и представлен чек-лист. Итак, коллеги, вот, к сожалению, времени у нас с вами не так много, чтобы все это обсудить. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, их в чате обозначьте. Мы сейчас должны будем видео наше общение завершить, но общение в чате я с вами могу продолжить, и на ваши вопросы я смогу ответить. Материалы, которые здесь представлены, презентацию и антирисковую программу, мы для вас откроем сейчас. Вы сможете их скачать. Так, коллеги, попробуйте скачать материалы. Отметьте в чате, получилось или нет. Коллеги. Прежде всего, программа антирисковых мер, она необходима для тех школ, которые попали в список школ с рисками необъективных результатов в 2021 году. Это вот те 21 школа. Для вас такая программа обязательна. Остальные по желанию. Вы проанализируете свои риски. Если увидите, что действительно риски у вас существуют в вашей образовательной организации, то рекомендуется подобную программу составить. Так, коллеги, я на этом отключаюсь. Я сейчас перейду в свой кабинет. Я буду с вами непосредственно на связи в чате. Если есть вопросы, я смогу на них ответить. Коллеги, благодарю всех участников и надеюсь, что у нас с вами рисков возникновения необъективности результатов будет как можно меньше. Коллеги, если будут вопросы по составлению антирисковых программ, вы всегда можете к нам обратиться. Спасибо.